Добрый день, дорогие односельчане и гости. Поздравляем всех вас с майским праздником весны и труда. Сегодня в рубрике «Встреча с интересными людьми» у нас в гостях человек труда, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин села Покровка и Ангинского улуса Алексей Алексеевич Илларионов. Майский наслед с давних лет занимается хлебопашеством. Наше село Покровка является житницей не только улуса, но и всей республики и вносит свой вклад в укрепление и развитие зерноводства в республике. Алексей Алексеевич работал директором совхоза Ангинский с 1982 по 1989 год и с 1992 по 1999 год. Также работал главой майского наследия села Покровка с 1992 по 1999 года. Он не сидел сложа руки, работал также в Ангинском районе, только ушел на пенсию. Вы начали, после школы вы начали свою трудовую деятельность, да? Вы можете раскрыть вот эту тему? Ну, я работал в период, когда всеизвестная школа производства ВУЗ. После школы работал скотником, пастухом комсомольско-молодежной фермы, потом армия, потом Якутский государственный университет, далее по специальности зоотехника, бригадиром, далее председателем автошколы, директором совхоза и так далее. Рабочий стаж на сегодняшний день 53 года. Да, 53 года это очень большой стаж. Вот всю жизнь у вас, оказывается, прошла после школы, вы все работали в сельском хозяйстве, и вы решили вот именно поступить на факультет зооинженера. Вот. И после учебы куда вас назначили? Меня назначили бригадиром дойного стада Балагурского отделения. Село Балагур, там 2 года отработал бригадир молочного стада. Вот одна дойная корова, сколько давала молока? Мы второй год работы мы заняли первое место по району. Выиграли автомашину водовоз. Тогда мы по Балагурскому отделению надаивали более 1800 литров молока с каждой фуражной коровы. Это очень хороший урожай. Ну, после вы, куда вас назначили? Вот сколько лет вы работали там, в Балагурском отделении? В Балагуре я отработал полных 2 года. Потом в августе 1981 года избрали председателем Арабочкого совхоза Ангинский. Я где-то месяцев 4-5 отработал. И в январе 1982 года меня избрали, утвердили, то есть через бюро райкома партии, потом обкома партии, директором. Уже разделенного Чакыр, Покровка, Абга. 4 отделения. А Балагурский... Балагурский и Ангино-Нахаринский наслед другой совхоз был. Совхоз Балагурский, 2 отделениями. Нас разделили. Когда вот время работали, да, с ними директором, как вот с молодежь, к вам как тянулись, можете рассказать? Ну, тогда в 1982 году более возрастные, можно сказать так, специалисты ушли в совхоз Балагурский. У нас осталось, почти одногодки моего возраста. Я чуть старше, чуть младше. Поэтому можно считать, что молодые тогда были. Много молодые, все молодые. И там по профилю было по строительству, по зоотехнической, по ветеринарии, по инженерно-техническому. Главный специалист с высшим образованием, по бухгалтерии, по экономике. Поэтому, с одной стороны, работать было проще, потому что
каждой отрасль отвечал более опытный, чем я, работавший уже в производстве, специалист в высшем образовании. Поэтому мне начинать было проще. Я, наоборот, у них учился на очень многом. Мы каждую неделю после рабочего дня проводили обучение друг друга. По специальностям в течение 1,5-2 часа выступали специалисты по своим профилям и объясняли начало работы от А до Я почти. И так мы года 2 так вот учился. Я пришел в бригадире, считайте, директором стал почти, без опыта в центральном аппарате. Поэтому я сперва сам учился у них. После этого сообща мы начали совхозом руководить, выходить в производство и так далее. Поэтому у нас весь этот процесс коллективно выходил. Не один я типа руководитель. Такого Ну, не вот было. у вас такой вот костяк был, да, основной, да? Вот, вот после 7 лет труда, оказывается, вас оторвали, да, как вы уехали в Омск, да? Можете рассказать? Ну, избрали, там альтернативные выборы уже начались, меня избрали из 2 человек председателем районного совета народных депутатов. И это 89 и 82 года, самые тяжелые годы. Это перестройка. И утром рано начальник отдела милиции звонит. Партия самоликвидировался, коммунистическая наша партия. Вставили пост райкома партии. Никого не пускать. Партия уже вне закона, наша коммунистическая партия, за ночь у вас изменилась. Я как председатель районного совета остался, как действующий советская власть. Потом к осени и нас ликвидировали, и стала советская власть. Очень тяжелые времена было. Началась типа беззакония, все хозяйственные структуры поломались, обеспечение, снабжение, все рухнуло. И зарплаты, и так далее. Очень плохое, тяжелое время мы пережили тогда. Вместе с страной, конечно. С 1992 года вам назначили вновь директором совхоза Ильинский, да? И это были очень тяжелые времена, разруха, вот эта вот перестройка, сказать, да? Можете рассказать, вот, как вы сохранили совхоз Ильинский, как зерноводческое хозяйство? Там Михаил Ефимович руководил республикой, Николаев, наш бывший министр сельскохозяйства, уважаемый, очень многоопытный товарищ. Ну, как вся страна, как весь Советский Союз, дальше как жить, никому не ясно было. Сверху центра никаких советов, указаний, так работайте, так делайте, такого указания вообще не было. Сказали, распускайте, создавайте коллективные хозяйства, кооперативы. Мы этого вообще понятия не имели. Но у нас желание было с нами, с коллективом совхоза Ильинского, с аппаратом, с народом. Пашню не поделишь, трактора, комбайны не поделишь, и решили сохранить хозяйство. И такое же мнение в Чакырском отделении было, в Ангельской бригаде. И поэтому мы до конца эту линию проводили, коллективно оставались. Но другие хозяйства, предприятия расформировались, богатство между собой поделились. Это людям, может быть, это как-то полезно было, что-то иметь, скот, технику типа. А мы вот сохранили, и вот, скот Чакыры остался, лошади в Амге, сейчас коллективные предприятия тоже. И вот наши пашни поля мы тоже сохранили, не поделили. Да, вот 100%, да, сохранили. Это хорошо и плохо. Вот. Тут еще и плюсы есть, и минусы. Тут Вот рассуждать очень у вас много, такой, широко можно. такой основной костяк, как Галина Бектовна, Ларисса Васильевна, Васильева, Тамара Афанасьевна.
Можете рассказать, вот, которыми вместе работали, как работали? Ну, коллектив очень знающие, преданные, очень уважаемые, очень я их ценю, уважаю. Вот Лариса Васильевна, Ольга Петровна, Сыромятников, Хариев, Дежковский Анатолий Дмитриевич, Александра Тихоновна, Галина Альбертовна и многие другие. Очень дружно и самоотверженно работают. Это я сейчас говорю, это мне не стыдно это говорить. Работали очень честно, старались вот, сохранить. Но очень жаль, что мы совхоз довели до банкротства. Это очень больно. Мы этого не должны были не допустить. Но так получилось. Я своим коллегам до сих пор благодарен. Мы до сих пор общаемся, дружим, собираемся. Старые вспоминаем, какие-то свои ошибки, упущения. Честно друг другу высказываемся. Так делали бы, как было бы. Если так пошли бы, как было бы. Сейчас до сих пор у нас деловые хорошие отношения, дружеские. Друг друга понимаем, уважаем, ценим. Что, по вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни нашего наследия? Во-первых, первые главы наследов были опытные люди, которые прошли хозяйственную большую школу. Все производства знали от и до. Нам проще было работать, строить, осваивать. Последнее вот поколение главы менее неподготовленные, не прошедшие производственную школу. Им вот это очень трудно. Надо, во-первых, глав наследов учить, надо специальные курсы открывать. Главы наследов надо ездить по другим наследам, чтобы посмотреть, как они живут, как организуют работу хозяйства по наследу. И глава наследа обязательно должен заниматься перспективным только вопросом, не внутренний хозяйственный вопрос, перспективу. Строить должны быть. Чем больше оправданные расходы делаешь в бюджете, оправданные расходы, чем больше финансирование идет. Законы надо знать, как начинает строительство от АЗОВ. А сейчас вот новые главы наследов очень понятия не имеют. Им очень трудно работать. Им очень трудно наследие поднимать. Вот. Поэтому от глав наследов очень много зависит. И от инициативности, от глав, как они с наследом работают, как молодежью, как своими, со школой, со клубом предприятием. Вот, опираясь на них, все работы, все проблемы можно решать по наследам. Люди решают, трудно, время уходит, но решается, двигается. А мы в последний год буксуем. Это очень плохо. Надо работать, думать, мало спать, ездить, смотреть. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам на встречу с нашими зрителями. Алексей Алексеевич, нам было очень интересно пообщаться с вами. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия. На этом наша рубрика завершается. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!